Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующие 3 часа в этой студии с нашими гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим самые актуальные новости сегодняшнего дня, новости, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Начнем традиционно с новостей из Крыма, с того, о чем будут говорить в вечерних выпусках «Заман». К нам подключается наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюзрума он готов нам рассказать об этих новостях. Рома, привет, мы слушаем тебя. Видимо, у нас какие-то технические неполадки. Мы попробуем еще раз связаться с нашим журналистом Романом Спиридоновым прямо из Ньюзрума. Он будет с нами на прямой связи. Ну а пока вы можете присоединяться к нашему эфиру. И во время нашего эфира, когда мы будем обсуждать новости, плюс 380 73 419 41 58. Это наш номер. Можете звонить нам абсолютно бесплатно по Вайберу или можете присоединяться к нам в эфир через программу Skype atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы начнем наш эфир с самых актуальных новостей. Поехали. Великобритания поддерживает концепцию создания платформы по деоккупации полуострова. Об этом сказала посол Мелинда Симмонс во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джепар. Мелінда Сіммонс висловила підтримку концепції Кримської платформи і готовність до подальших консультацій з цього питання, додавши, що Великобританія залишається відданою захисту суверенітету і територіальної цілісності України. Соединенные Штаты Америки также готовы к сотрудничеству для создания Крымской платформы. Об этом вчера стало известно из сообщения Министерства иностранных дел Украины после встречи первого заместителя министра Эмине Джепар с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Вот что говорится в сообщении Министерства иностранных дел. Мы попробуем еще вывести эту цитату. Ну, очевидно, что Соединенные Штаты Америки также присоединяются к платформе, готовы принимать участие, присоединяться к платформе по деоккупации полуострова. Мы знаем, что выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, президент Украины Владимир Зеленский объявил об инициативе создания международной платформы и призвал наших западных партнеров к участию и работе этой платформы. Насколько я понимаю, мы сейчас имеем возможность вывести цитату Министерства иностранных дел о Соединенных Штатах. Давайте послушаем. Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін висловила готовність співпрацювати з Україною та наголосила, що позиція США закріплена у декларації щодо Криму, яка була оприлюднена державним секретарем Майком Помпео, залишається твердою та незмінною. Крим є частиною України, і США ніколи не визнають спроби Росії його анексувати. К нашему эфиру сейчас присоединяется кандидат юридических наук, политический обозреватель Геннадий Дубов. Пане Геннадию, витаю вас. Здравствуйте. Какую роль будут играть Соединенные Штаты Америки и Британия в международной платформе по деоккупации Крыма? Насколько серьезна будет их роль, по-вашему? Ну, с точки зрения того, что цитаты, которые прозвучали у вас в эфире, мы можем утверждать, что Британия действительно согласна участвовать в определенной инициативе. А что касается Соединенных Штатов Америки, то госпожа Квин сказала обтекаемо очень. И речи на сегодняшний день про поддержку конкретной инициативы платформы не идет. Тем более, что она не имеет полномочий делать такого рода заявления. Это, наверное, прерогатива все-таки Госдепартамента и, собственно говоря, главы Государственного департамента США. В свете того, что в следующем месяце будут проходить выборы в Соединенных Штатах Америки, очень серьезно будет зависеть участие и рост Соединенных Штатов от результатов этих выборов. Нам известно, что в плане внешней политики господин Трамп и господин Байден исповедуют абсолютно разные цели. Как вы считаете, что изменится для Украины в зависимости от того, кто станет президентом Соединенных Штатов? Принято считать, что
Политика Трампа это более изоляционизм, это меньшее влияние на процессы в мировом масштабе, отказ от роли так называемого мирового жандарма. В то же время господин Байден, он так или иначе будет пересматривать внешнюю политику, если он станет президентом, в сторону большего участия Соединенных Штатов в глобальных процессах. И по большому счету большей участности США мы можем ждать в случае избрания Байдена президентом. Мгм. Вот возвращаясь к платформе по деоккупации полуострова, к инициативе президента Владимира Зеленского, вот как вы считаете, в каком случае эта платформа будет эффективной? Какие решения, возможно, она может принимать? Какие механизмы давления на Россию она может разрабатывать? Механизмы давления на Россию, они возможны в двух плоскостях. Первое — это плоскость международного права и международных институций. Но мы помним, что через Организацию Объединенных Наций добиться какого-то результата и влияния на США, на Россию, прошу прощения, невозможно в силу того, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Поэтому иначе считать, чем то, что США и Британия будут принимать какие-то односторонние действия по отношению к Российской Федерации или приобщать к таким действиям союзников и сочувствующие государства, иного рычага влияния у любой платформы при участии Украины или без такового, по сути, нет. Ну, То есть, если мы... вот страны-участники в рамках этой платформы, представители этих стран могут разрабатывать какие-то санкции против Российской Федерации, санкции, которые бы могли применять руководители их государств, руководство правительства их государств в отношении России? Да, я думаю, это, наверное, единственный действенный путь. То есть и то санкции, мы понимаем, что если в рамках платформы будет разработан пакет определенный, он будет отправлен в Великобританию и в США в соответствии с их законодательством для утверждения в Сенате, Конгрессе, в Палате представителей и в парламенте Великобритании. То есть, да, это может быть орган или платформа, которая будет продуцировать инициативы, которые будут учитывать пожелания Украины в этом смысле. Но окончательное решение, мы прекрасно понимаем, будут приниматься национальными органами отдельно в Соединенных Штатах, отдельно в Великобритании, поскольку наднациональных органов для этих двух государств не существует. Мгм. Я так понимаю, вы также не рассчитываете на то, что Российская Федерация согласится участвовать в этой платформе, хотя в Министерстве иностранных дел заявляли, что Россию все же пригласят? Пригласить пригласят, но начиная с, по сути, зимы еще, наверное, 2014 года, когда Россия предприняла все действия для аннексии Крыма, они никогда не высказывались в пользу того, что готовы участвовать в каких-либо переговорах по поводу этого вопроса. Они считают этот вопрос закрытым. Они, кроме того, с момента аннексии внесли изменения в Конституцию Российской Федерации, где существует прямой запрет на отторжение территорий, которые Россия считает своими. И мы должны помнить, что в том числе Крым внесен в Конституцию Российской Федерации как отдельный субъект Федерации. То есть у них даже внутреннее законодательство, по сути, исключает возможность переговоров по этому поводу. И даже когда такого препятствия не было, когда Конституция была в предыдущей редакции, они прямо и недвусмысленно говорили о том, что крымский вопрос закрыт, и любое участие в любых переговорах для них это будет, по сути, поражением на дипломатическом фронте. И на такое они смогут пойти только для того, чтобы избежать каких-то более тяжких последствий. Вот возможно ли инициирование чего-либо, чтобы эти последствия спровоцировать для Российской Федерации, это большой вопрос, поскольку Будапештский меморандум, прежде всего, это гарантии безопасности, гарантии, по сути, вооруженного противостояния агрессору в случае нарушения такого плана документов. Но, к сожалению, мы не слышим про любые, скажем так, инициативы, которые касались бы военного участия как в Великобританії, так і Сполучених Штатів Америки. Давайте підключимо к нашій бесіді Геннадія Максака, виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма». Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Геннадію, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот как вы считаете, есть ли смысл в создании международной платформы по Крыму, если в ней не будет принимать участие Российская Федерация? Можно ли в таком формате говорить о разработке некой дорожной карты по деоккупации полуострова? Я вважаю, що це можливо і це необхідно. Чому? Тому що насправді ми розуміємо, що агресор і опозиція буде
скажімо так, особливою, але при тому при всьому коаліція тих партнерів, які готові брати участь у розробці якихось кроків, будь-то, як казав вже колега, по санкційній політиці, будь-то по гуманітарній політиці, по екології, по безпеці, ці всі напрями мусять бути між собою узгоджені. Як Сполучені Штати, так і Європейський Союз, інші партнери. Я думаю, що координація наразі по кримському питанню в Україні із цими партнерами не на тому рівні, щоб ми говорили, що кожна ініціатива, як Кримська платформа, є зайва. Тому я вважаю, що це великий плюс. Вот, учитывая, что мы видим, да, как каждая страна, естественно, преследует свои интересы, интересы экономические своей страны, интересы своих граждан и так далее. Вот в таком формате, как вы считаете, приходится ли говорить о том, что страны, которые будут участвовать в этой платформе, разработают какие-то радикальные санкции в отношении России, которые бы вынудили ее сесть за стол переговоров по Крыму? Ну, дивіться, мова не лише ж про санкції і їх радикальність, мова і про інші питання. Скажіть, будь ласка, чи не буде плюсом, якщо буде якась моніторингова місія, яка буде добувати якусь інформацію про стан прав людини не тільки кримсько-татарського населення, але і всіх громадян України, які там залишились? Чи буде користь, якщо буде мати проекти по екології? Чи буде користь від того, що ми можемо, скажімо так, упереджувати діяльність іноземних політиків, які просто якими маніпулює Росія, скажімо, що вони приїхали в Крим, там побули на якомусь публічному заході і все інше. Ці всі заходи треба контролювати і їх між собою комунікувати. І крім того, ми розуміємо, що на багатьох майданчиках, скажімо так, не на самому кримському цьому, на кримській платформі, але на майданчиках як Генасамблея, на майданчиках як там ОБСЄ і інші міжнародні організації, необхідно тримати постійно пульс на інформаційному порядку денному. Тому я думаю, що координація спільних зусиль, нові ініціативи, нові резолюції, проекти, підтримка резолюцій, які ми щорічно проштовхуємо через ООН і через ПАРЄ, в чому б ні, звичайно, це ваші з Росії. Але це теж є один із напрямів, які ми очікуємо мати в рамках цих. Пане Геннадию, как вы считаете, как нам нужно разговаривать с нашими западными партнерами, как нужно доносить правильно информацию о том, что агрессия Российской Федерации – это не просто в отношении Украины, а в отношении всей Европы, и Рубикон ее амбиций – это не только наша страна. Пане Геннадию. Это ко мне или Да, Геннадий Дубов, пожалуйста, давайте с вас. Два Геннадия? Доносить, на самом деле мы это делали все время, и отдельные наши адвокаты в Европе, страны Прибалтики, Польша, они этот нарратив транслируют в рамках, в том числе, Европейского Союза. Но мы видим, что, к сожалению, наверное, эффективности тут не хватает, поскольку торговые отношения только лишь развиваются, начиная от Северного потока, заканчивая просто банальным товарооборотом, который не падает у Российской Федерации с такими странами, как Италия, Испания и так далее. То есть Великобритания занимала особую позицию в этом смысле, но и сейчас в связи с Брекситом мы будем говорить о том, что она не будет иметь влияния в Европейском Союзе как, по сути, конфедерация европейских государств. То есть нам действительно нужно держать градус информационный на высоком уровне, чтобы не забывали про нашу проблему, чтобы помнили о том, что в 21 веке кто-то у кого-то аннексировал территорию, это состоялось на территории Европы. Более того, на территории Европы идет горячая война на Донбассе. Эти два вопроса нам необходимо связывать и пытаться их решить одновременно, поскольку если пойти по пути логики Российской Федерации, получается, что даже если удастся решить проблему Донбасса, вопрос Крыма, он, по сути, просто со стола, с порядка денного, он уйдет. Вот вы сказали сейчас про экономические интересы, да, и мы понимаем, что действительно вот эти страны, которые вы озвучили выше, они преследуют интересы своей страны. И с другой стороны, мы понимаем, что ни Европа, ни Соединенные Штаты, а ни кто-то другой за нас нашу проблему решать не будет возвращать за наши территории, никто не будет из костра таскать за нас каштаны. Вот, пане Максак, как вы считаете, достаточно ли мы сегодня, как Украина, как руководство нашей страны, используем все механизмы и рычаги давления на Россию, которые у нас есть? Дивіться, якби, напевно, ми використовували всі ті важелі, які у нас є, ми б не створювали Кримську платформу, тому що це додатковий
нам факт про те, що є над чим працювати і є як об'єднуватися і говорити. Я би навіть говорив, ви згадали, що кожен партнер має свої інтереси, так, але при тому при всьому не забувайте, що солідарність євроатлантична, вона діє. Якби ми до неї не відносилися, не ставилися. І цінності, і принципи, вони теж є. Єдине, що наші партнери до нас звертаються, що коли ми говоримо про підтримку, яку ми вимагаємо від них, вони кажуть, давайте нам конкретні речі, які ви хочете, щоб ми зробили. Давайте нам конкретні проекти, бо лише гасла – це лише гасла. Да? І на гаслах ми далеко, знову ж таки, не поїдемо і каші не зваримо. Тому я думаю, що зараз велика відповідальність на офіційному Києві в тому, щоб запропонувати пакет конкретних ідей і проєктів, які лягають під ті гасла, які ми записали в Кримську платформу. Тоді вона запрацює, тоді вона поїде. Я бачу в такому сенсі. Треба нам А что это может быть? Какие это могут быть проекты, представленные нашей страной? Пане Дубов, как вы считаете? Я, честно говоря, кроме информационной какой-то повестки, то есть типа как канал Дом для Донбасса, что-нибудь подобное для Крыма, и плюс санкционная политика, потому что не имея доступа на территорию полуострова, официальные власти как Киева, так и Лондона, так и Вашингтона, что они смогут предложить в этом смысле, если мы говорим про гуманитарные, по сути, такие интервенции, которые не будут связаны с применением вооруженных сил. То есть если мы не применяем вооруженные силы, мы можем говорить лишь о экономике и социально-гуманитарной политике, которая в силу отсутствия доступа на территорию может быть только дистанционной, через определенное информационное влияние, через создание информационных ресурсов и информирование жителей Крыма о ситуации, в которой они оказались, и, грубо говоря, позитивном пиаре возвращения в юрисдикцию украинцев. Пане Максак, действительно ли у нас в руках сегодня вот только вот информационные рычаги есть, или же можно что-то другое использовать? Ну, крім інформаційних, є ще і дипломатичні. Дійсно, коли йшлося і про санкції, і про інші механізми, які можуть задіяти. Ті ж самі прийняття резолюції. Те ж саме, знову ж таки, спільна робота організацій, щоб політичні сили і представники політичних сил цих країн не переїздили до Криму. Тобто це не лише інформація, це і певні кроки, які мають за собою певні, можуть чинити певні... Ну а что это дает? Вот смотрите, к Новому году сейчас должны рассмотреть 2 резолюции в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Это будет 5-я резолюция по правам человека на территории оккупированного Крыма и 2-я резолюция по милитаризации полуострова Азовского и Черного морей. Эти резолюции, мы понимаем, что носят рекомендательный характер. Как они влияют на поведение страны-агрессора? Дивіться, є певна реакція, яка є не короткостроковою. Тобто ми розуміємо, що в тих випадках, коли ми провадимо певні свої дії через судові інстанції міжнародні, ми теж саме посилаємось і на ці резолюції, які підтверджують факт, тобто те, що це легітимно визнана агресія або окупація по відношенню до України. Крім того, я просто буду приклад. Дивіться, в нашому регіоні Східна Європа, Південний Кавказ, Білорусь – криза, да? Нагорний Карабах між Вірменією і Азербайджаном – криза. Тобто, дивіться, лише в цьому регіоні є точки, які теж повертають свою увагу. Якщо ми просто не будемо приймати цих рішень, то насправді ми просто втратимо цю ініціативу, в тому числі і певних легальних кроків у майбутньому. Тому це, з нашого боку, це must. Тобто ми мусимо над цим працювати і ми мусимо про це нагадувати і задіювати наших партнерів по коаліції. Это, безусловно, очень важно, но украинское руководство могло бы принимать более какие-то практические меры. Вот когда мы говорим про милитаризацию Азовского моря, можно было бы, к примеру, денонсировать договор об общем использовании этого моря, который был заключен между Украиной и Российской Федерацией еще в 2003 году. А вам, как известно, 6-й год уже оккупации, 7-й скоро пойдет, а там все-таки делят до сих пор квоты по вылову рыбы. Є таке питання, на жаль, але ми розуміємо, що і в цьому напрямі українська влада теж орієнтується на певні українські інтереси. Можливо, ми можемо з ними як експерти не погоджуватись, але факт де факт, так, дійсно, там є економічні питання, які ми намагаємося вирішити тим, що цей договір теж діє. Але давайте подумаємо, Україна одна, вона не зможе протистояти, і наші санкції, навіть якщо ми будемо їх вживати самостійно, вони не є настільки радикально, як ви казали слово, радикальними, да?
Але якщо ми можемо до таких санкцій залучати наших партнерів через те, що ми можемо спільно, наприклад, ті військові об'єкти, які в Криму працюють на оборонку Росії, так? Це ж використання українських можливостей. Чому б їх не внести в ці самі список санкцій, а таких об'єктів було близько 150 на території Криму? Або, наприклад, право власності, скільки навіть простих громадян там втратили свою власність, не говорячи вже про бізнес, про підприємство. Це теж це робити. І це ми можемо робити спільно з нашими партнерами, які мали спільні підприємства, які мали свій теж інтерес в цьому питанні. Тому роботи дуже багато. Я б не казав, що ми нічого не робимо, але її можна оптимізувати. Тут Это было бы неправильно сказать, что ничего не делаем. Спасибо большое. Геннадій Максак, виконавчий директор Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на прямому зв'язку. Пане Геннадию, а как вы считаете относительно этих договоренностей, которые у нас все еще действуют, работают с Российской Федерацией? Можем ли мы их денонсировать, к примеру, сделать Азовское море международным, провести демаркационную линию и таким образом привлечь внимание международных партнеров и какие-то санкции с своей стороны тоже применять? Ну, пока этот механизм запустится, мы потеряем, по сути, еще большую часть промышленности, поскольку Мариуполь — это большой порт на Азовском море. Мы понимаем, что Керченский пролив сегодня контролируется полностью Российской Федерацией. То есть исключить того, что пока мы запрягаем историю с международными санкциями и обосновываем нарушения в Азовском море в силу отсутствия договора, мы просто потеряем порт, который существенным образом влияет на нашу экономику, в том числе экспортирует через него Украина металлопродукцию, которая значительную часть нашего ВВП составляет. Тут вопрос в том, что санкции и торговлю в отношении Российской Федерации мы можем обнулить буквально завтра, запретив, например, установив блокаду, как с ДНР. Только возникает вопрос, не будет ли нам же от этого хуже, поскольку мы получаем из России энергоносители, мы получаем оттуда бензин и дизельное топливо, мы получаем по факту оттуда уголь и много чего другого, без чего наша экономика может встать. Даже если мы найдем замещение этим товаром энергетическим, прежде всего в Европе в частности и в других концах мира, то оно будет в разы дороже, что тоже ударит по нашей достаточно слабой экономике. Любое действие Украины нужно совершать только в том случае, если оно вредит действительно больше нашему противнику, чем нам самим. А совершать какие-то действия на зло, и в том числе в ущерб себе, мы сегодня просто банально не можем позволить. Как бы оно ни звучало, может, негативно, что у нас действуют договора, и что торговля на неплохом уровне находится, но сегодня следует признать, что мы без этого просто, скорее всего, не выживем и не сможем продолжить свою борьбу. Давайте к следующей теме, не менее важной, к коронавирусу. В Крыму от коронавируса за минувшие сутки скончался еще один пациент. Таким образом, общее число умерших с начала пандемии там составляет 124 человека, если, конечно же, верить оккупационной статистике. Об этом сообщило оккупационное министерство здравоохранения Крыма. Давайте послушаем. За тиждень зареєстровано 9 смертей. Але, як і раніше, весь жовтень – це найкритичніший місяць, коли у нас зареєстровано найбільше летальних випадків за весь період спостереження за новою коронавірусною інфекцією. В Украине также растет количество заболевших на COVID-19. Насколько сегодня руководство нашей страны справляется с эпидемией коронавируса? Все познается в сравнении, и наш достаточно недалекий, можно сказать, даже сосед, хоть у нас нет общих границ с ним, это Республика Чехия, имея в разы населения меньше, чем у нас, сегодня, по сути, уходит в локдаун, учреждает комендантский час ночной, закрывает ряд предприятий и имеет 15 тысяч фактов заболеваний в сутки. Украина, имея пропорционально больше населения, даже не дошла до этого, и, надеюсь, не дойдет до этого показателя. На сегодня можно говорить, что темпы развития эпидемии у нас в несколько раз ниже, чем в Чехии. То же самое касается отдельных других стран Европы. Поэтому в сегодняшнем дне, чтобы не угробить полностью экономику, только вот такие меры, которые сейчас предпринимаются, способны сбалансировать вопрос пандемии и вопрос возможности экономического развития и восстановления. Поэтому сегодня у меня лично не вызывает каких-то особых нареканий действия властей наших, поскольку весь мир находится в ситуации неопределенной много в чем. То есть сегодня
Мы с весны, Всемирная организация охраны здоровья уже, мне кажется, 5 или 6 раз поменяла содержательно свои рекомендации. В том числе мы слышали последнее заявление о том, что нельзя закрывать школы, что это не препятствует распространению пандемии, а наоборот порождает определенные социально-экономические проблемы. И такого плана заявления происходят раз в 2 недели, и власть, премьер-министр, президент, они тоже не могут как бы знать лучше ситуацию, чем Всемирная организация охраны здоровья, и они ориентируются на ее рекомендации, на европейский опыт, который более богат в том смысле, что они раньше начали входить в пандемию и в карантины. Иного выхода сегодня нет, никто, к сожалению, не может предусмотреть будущее, точно его предсказать, поэтому мы реактивно действуем, исходя из той ситуации, которая складывается здесь и сейчас. Но я еще раз хочу призвать наших зрителей телеканала АТР не относиться беспечно к коронавирусу, а относиться серьезно к этому заболеванию, беречь себя, использовать дезинфицирующие средства, мыть чаще руки, надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Берегите себя. Мы пока переходим к следующей теме. Пане Геннадию, давайте обсудим с вами еще Донбасс. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что написание новых минских договоренностей является очень рискованным путем и не является эффективным способом решения проблеми. Вот що він сказав. Якщо ми будемо підходити до діючих мінських домовленостей як до чогось висіченого на камені, тоді нічого нікуди не злетить, тому що реальність змінюється. Потрібно шукати рішення в межах наявних домовленостей. Написання нових домовленостей є дуже ризикованим шляхом і не є ефективним способом вирішення проблеми. Минск-1 и Минск-2 договаривались о Минск-1 и Минск-2 договаривались под давлением ситуации на фронте. Сейчас этого давления нет, соответственно, есть два пути. Либо мы сосредотачиваемся на поиске путей реализации того, что есть, или мы отвергаем то, что есть, и пишем что-то новое, сказал Дмитрий Кулеба. Также он отметил, что, во-первых, риски втягивания в нечто новое намного выше, а во-вторых, чтобы туда пойти, нужно желание всех сторон, а я не вижу пока готовности стран нормандского формата идти в историю написания принципиального нового Минска-3, отметил Дмитрий Кулеба. Насколько вообще это вероятно, учитывая сегодня, что Минские соглашения находятся в стагнации, они постоянно блокируются со стороны Российской Федерации и вот ни к чему не приводят. Нужно же, наверное, выходить каким-то образом из этого. Вы знаете, мне бы не хотелось увидеть Минск-3, поскольку и Минск-1, и Минск-2 были подписаны в условиях действительно тяжелого положения на фронте. Это связывалось в том числе с окружением украинских сил, с большими потерями и, в принципе, вопросом, сможем ли мы удержать фронт. Именно поэтому в 2014 и потом в 2015 годах президент Порошенко достаточно кабально эти соглашения подписал. То есть если мы полностью выходим из Минска-2, то Минск-3 может родиться лишь в случае нового обострения. И будет ли это обострение в нашу пользу или оно будет в пользу противника, мы предугадать не можем. И рисковать жизнями украинских военных, на мой взгляд, в этом смысле не стоит. То же самое мы можем сказать о заморозке конфликта. Мы видим на примере Карабаха и войны Азербайджана с Арменией, что сколько бы ни продолжалась заморозка, в любой момент она может снова перерасти в горячую фазу. И если не решить спорные вопросы, они дипломатическим путем они будут решаться силой оружия, что мы сегодня и наблюдаем. Таким образом, позиция Украины состоит в чем? Чтобы подвинуть Российскую Федерацию, уточняя отдельные пункты Минских соглашений. Давайте подключим к нашей беседе сейчас Игоря Козия, военного эксперта Института евроатлантического сотрудничества. Он с нами на прямой связи. Пане Игоре, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Есть ли сегодня смысл в Минских соглашениях, если мы видим, как Российская Федерация их постоянно блокирует, они не выполняются, и видим, как они находятся сейчас в некой такой стагнации? Вот как быть в этом вопросе, куда нам дальше двигаться, или продолжать оставаться в рамках Минских соглашений? Ви знаєте, на мій погляд, на початковому етапі
якщо ми згадаємо тільки початок цього конфлікту, перший механізм, який був запущений, це механізм Будапештського меморандуму. Мгм. І, на мій погляд, страни почали фактично збиратися і починати, будемо казати, обговорення цього питання. Але далі цей меморандум був відсунутий в сторону і замінений саме такими домовленостями, які фактично ясно, що виконувати кожна сторона тлумачить по-своєму, виконувати ніхто не збирається. І саме страшне, що ми втрачаємо підтримку фактично таких гарантів нашої безпеки, як Великобританію. Туди можна додати і Сполучені Штати Америки. Вони якби відсунуті в сторону. Ну, свідомо чи несвідомо робило це політичне керівництво, мені важко сказати. Ну, вот вы Але знаете, что на ній- 9 декабря истекает срок в 1 год для завершения войны на Донбассе, который озвучивал президент Владимир Зеленский. Какие дальше он будет принимать решения? Вот буквально через месяц уже истекает этот срок, а возможно будет создана какая-то альтернативная площадка или что-то другое. Знаєте, ви задали дуже цікаве з одного боку, з іншого боку провокативне питання. Чому? Скажіть мені, будь ласка, а тлумачення слова «війна», воно існує, ну, наприклад, в міжнародному законодавстві, наприклад, Організації Об'єднаних Націй або в законодавстві України. Все, Ну, що да, ми можемо ви- з вами знайти, це по великому рахунку військової доктрини, якщо я не помиляюсь, яка була в 15-му році прийнята, це що таке локальна війна, регіональна війна і таке інше. А слово «війна» ми не знайдемо. І, знаєте, це як і інші події в суспільному житті України, вони відбувалися на тлі законодавчого невизначення, так і тут. Він не обманув виборців. Так может пришло Повели- время назвать вещи своими именами на законодательном уровне? Что мешает? Так ви знаєте, тут претензії в мене якраз менше всього до президента, більше всього до Верховної Ради. Мгм. Якраз та сама Верховна Рада, яка до цього часу не визначила, чи є у нас, чи немає. Тому що в Організації Об'єднаних Націй там є чітко, там є вторгнення і там є захоплення територій Збройними силами інших держав. Ну це не війна, називається. От у нас наші фактично ну топології, хто її називає, хто як, існує воєнний конфлікт, який розподіляється на збройний конфлікт і, вибачте, на війну, яка розподіляється ще на 3 ступені. Але визначення слова «війна» в нас немає. Тому, якщо ми будемо керуватися законодавчим полем України, ми будемо мати одні підходи Верховного Головнокомандувача і президента. Якщо ми будемо використовувати марксистсько-ленінські тлумачення слова «війна», це трошки інше. І воно, на жаль, більшістю населення сприймається, ну, як воно і повинно сприйматися. От тому саме от треба пошукати проблему тут, всередині держави. А що стосується, ще раз кажу, агресії і захоплення частки території, яка відбулася у нас, то ми знову бачимо з вами, що Організація Об'єднаних Націй, вона далеко не йде з цьому приводу, тому що по великому рахунку і ми далеко не можемо піти з цього приводу, тому що Російська Федерація все блокує. Тому це рішення, скоріш за все, знаходиться більше в площині, знаєте, роботи нашого зовнішньополітичного відомства і Верховної Ради України в першу чергу. Дуже дякую вам, Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичної співпраці, був з нами на прямому зв'язку. Пане Геннадию, а как вы считаете, если действительно сегодня на законодательном уровне наконец-таки назвать вещи своими именами? Войну, войной и так далее. Это как-то повлияет на ситуацию, как-то изменит глобально вот те реалии, в которых мы сегодня находимся? Вы знаете, законодательно не определен термин «кошка», но мы знаем все, что такое кошка, можем отличить ее от собаки, и кошка существует независимо от того, написано про нее в законе или нет. Войной точно так же. Есть у нас правовой режим военного положения. Вот если мы говорим о том, что мы ведем войну, мы с законодательной точки зрения должны вводить решением Верховного Совета правовой режим военного положения со всеми тяготами и лишениями, которые там предусмотрены, в том числе
возможными конфискациями имущества, возможными перепрофилированиями предприятий на военные рейки и так далее. Все это присутствует. Если мы примем еще один законодательный акт, где напишем определение войны, еще 25 раз укажем, что мы воюем с Российской Федерацией, а не с кем-то еще, от этого не поменяется ровным счетом ничего. Поскольку я думаю, что в Украине нет ни у кого сомнений о том, что происходит на нашей территории. И если такие сомнения у кого-то и существуют, то законодательным актом их развеять будет невозможно. Ну Возможно, как, в парламенте есть народные депутаты, у которых не просто сомнения, а которые не признают войну на востоке Украины. Ну, мы можем, ходят разговоры о том, чтобы, например, ввести уголовную ответственность за отрицание агрессии Российской Федерации. Мы можем Ну, мы сделать об этом уже 6 лет говорим, но как-то результатов нет. Только мы должны понимать, насколько это усугубит, скажем, противоречия в нашем обществе и насколько это поможет нам продвинуться к возвращению Крыма и прекращению войны на Донбассе. На мой взгляд, это есть такой подход, знаете, называется правовой идеализм, когда мы средствами юридическими пытаемся решить ту проблему, которую решить такими средствами нельзя. Мы можем, например, завтра принять закон о том, чтобы зимой было тепло. Но зимой тепло не станет от этого, хотя нам бы очень хотелось этого. И, наверное, мы бы экономили энергоресурсы, меньше бы сожгли газа и дешевле было бы платить за коммунальные услуги. Но закон не способен решить такого рода проблемы. Точно так же и любой украинский закон, на мой взгляд, не способен решить проблему, которая связана с Российской Федерацией. Давайте к следующей не менее важной теме. Конституционный суд отменил электронные декларации, незаконное обогащение и еще ряд антикоррупционных норм. Об этом сообщил во вторник журналист Сергей Лещенко. Решение Конституционного суда означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, отмену незаконного обогащения и конфискации активов, приобретенных коррупционным путем, отмены недостоверного декларирования. Лещенко отмечает, что представление было инициировано депутатами ОПЗЖ «За будущее», а проект судьям раздали только утром 27 октября. Вот что он сказал, послушаем подробнее. На закритому засіданні у вівторок Конституційний суд проголосував за скасування статті 366.1 Кримінального кодексу «Недостовірне декларування», незаконного збагачення, електронного декларування повноважень НАЗК. Проект був розданий вранці і проголосований. Такого не було навіть при Януковичі. Проти виступили тільки 4 суддів – Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий. В то же время окружной административный суд Киева постановил вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директора Национального антикоррупционного бюро. В НАБУ уже назвали решение скандального окружного суда абсурдным. Національне бюро розцінює рішення окружного адмінсуду Києва від 26 жовтня як втручання у свою роботу і, безумовно, оскаржить його. Фактично йдеться про спробу в будь-який спосіб усунути з посади директора НАБУ як гаранта інституційної незалежності та спроможності організації розслідувати факти вчинення корупційних дій посадовцями топ-рівня та перетворити сам орган у керовану кишенькову структуру. Вся эта история дала повод многим экспертам, журналистам, политическим и общественным деятелям говорить о тотальном наступлении на антикоррупционные органы, дабы нивелировать реформу борьбы с коррупцией, на которой настаивают наши западные партнеры. Давайте подключим к нашей беседе сейчас народного депутата фракции «Слуга народа», заместителя главы Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Алену Машинец. Она с нами сейчас на прямой связи. Пані Олена, вітаю вас. Доброго вечера, студия. Доброго вечера, да. Как решение Конституционного суда об отмене 366 статьи части 1 отразится на всей антикоррупционной системы в Украине? Дуже погано. Насправді ми дуже збентежені таким рішенням Конституційного суду. Буквально недавно лише Конституційний суд опублікував нарешті на своєму сайті. Це сталося буквально протягом останньої години. Це рішення, хоча вже цілу добу обговорюється рішення від депутатів до президента і до наших міжнародних представників і партнерів. І дуже дивно, що якийсь такий довгий час, як довгий, як для такого серйозного політичного, можна сказати, не лише
лише юридичного, а політичного рішення. Дуже довго ми на нього чекали. Що можу сказати? По-перше, представник і Верховної Ради в Конституційному суді, і представник президента в Конституційному суді, це пані Ольга Сонгиря і пан Фадір Веніславський, одразу сказали про, ну скажімо так, порушення певних регламентних норм, оскільки вони не були допущені на це слухання. Дуже швидко ухвалювалося рішення. Інколи нам потрібно чекати роками рішення Конституційного суду. А тут питання щодо незаконного по факту збагачення, декриміналізації цієї норми, ну тому що вона частково відноситься до порушення декларування умов, до контрольної функції Національного агентства з питань запобігання корупції. Там ще цілий перелік тих питань, які Конституційним судом визнані такі, як неконституційні. Тобто всі наші кроки на шляху до антикорупційних змін, до антикорупційної реформи, по суті, до тієї реформи, яка є однією з основних умов на шляху до євроатлантичної інтеграції, до виконання наших європейських договорів, от можна сказати, що вони були перекреслені рішенням Конституційного суду. Якщо взяти до уваги, що за останній час на це рішення накладається, ну так би мовити, рішення окружного адміністративного суду щодо пана Ситника, який очолює Національне антикорупційне бюро, а до цього також антикорупційним судом було ухвалено 2 рішення, які так само стосувались незаконності призначення пана Ситника, то складається таке враження, і тут можна зрозуміти наших міжнародних партнерів, що ми поставили велику жирну таку крапку у нашій боротьбі з корупцією, яка за всіма абсолютно показниками, за всіма рейтингами є однією з ключових проблем взагалі для України. Тому нічого хорошого я в цьому не бачу. Я поважаю судову систему для нас? Дивіться, якщо ми поважаємо судову систему, а я все ж таки хочу вірити, що ми поважаємо, якщо ми вважаємо рішення судів такими, що визнаються остаточними і не можуть бути переглянуті, то ми можемо вирішувати ці проблеми лише в законодавчому полі. Тобто, умовно кажучи, ми збираємося на черговій сесії і ухвалюємо законодавство, яке буде стосуватись того, що за помилки в декларації потрібно все ж таки відповідати. Пані Олена, попробуем еще раз перенабрать народного депутата от фракции «Слуга народа». Олена Мошенець была с нами на прямой связи. Наберите, пожалуйста, еще раз. У нас есть еще несколько вопросов к «Слугам народа». Пане Геннадию, как вы считаете, какие это будет иметь действительно для нас последствия? Можем ли мы лишиться следующего транша от МВФ? Теоретически да, и поскольку международные партнеры обращают внимание на то, что антикоррупционная инфраструктура и законодательство должно работать в том виде, в котором оно закладывалось изначально. Хотя на самом деле в нем есть ряд проблем. В том числе можно действительно справедливо ставить вопрос про соответствие Конституции ряда положений законов в сфере антикоррупционной деятельности. И сегодня я просматриваю, сейчас открыл, действительно появился текст решения Конституционного суда, и можно сказать по горячим следам, что Олена Мошенець к нам присоединилась. Витаю еще раз. Пане Геннадий, да. СМИ, я закончу буквально предложение. СМИ неверно говорили о том, что была отменена в том числе статья про незаконное обогащение. Здесь речь идет о признании таким, что не соответствует Конституции, только положение 366 прим. 1 – это недостоверное декларирование. А 368 прим. 5 незаконное обогащение, я так понимаю, что суд выделил в отдельное производство, и по этому поводу будет отдельное решение. Пані Олена, вот вы говорили про законодательное урегулирование. Могут ли народные депутаты от вашей фракции, учитывая, что у вас монобольшинство, да, внести законопроект о перезагрузке Конституционного суда? Или же вот на сайте президента Украины вот петиция о ликвидации окружного административного суда набрала уже 25 тысяч. Может ли президент Владимир Зеленский внести законопроект о ликвидации ОСК?
Мгм. Ну, складні, насправді всі складні питання, які стосуються нашої судової системи, яка потребує, знаєте, такого системного комплексного підходу і всебічного перезавантаження. Перше, що стосується петицій, нещодавно цей інструмент був використаний в Верховній Раді України. Була розглянута петиція, яка набрала 25 тисяч. В принципі, знаєте, зроблений такий важливий крок назустріч ініціативам, які робляться суспільством, і показують те, що вони працюють. Тобто я не виключаю такий момент, що Верховною Радою так може бути розглянуто. На мою думку, якщо є така потреба, є такий запит у суспільства, це потрібно робити. Другий Ну, момент. а вы Я все ж как таки считаете, хочу есть ли такая потребность в ликвидации ОСК? Буду дуже обережною, тому що ті плівки, які були оприлюднені, які ми бачили, вони потребують детального дослідження. Якщо дійсно буде встановлено в ході провадження, що ці голоси належали тим людям, до яких їх приписували, якщо дійсно суд узурпував часткову владу і впливав на Конституційний суд, то я вважаю, що за це має бути відповідне покарання. Що стосується окружного адміністративного суду, взагалі як одиниці судової системи, як окремої інституції, то за ефективної роботи цієї інституції у мене претензій до нього ніякої немає, тому що вони чітко визначено, скажімо так, їхні повноваження, їхні функції. А питання було лише до суддів, власне, і до тих кадрів, які керували цією інституцією. Що стосується відгука президента дійсно на рішення, скажімо так, на те, що було оприлюднено вчора Конституційним судом, я повністю підтримую. Я вважаю, що президент чітко показав свою повагу до інституції, як Конституційного суду, але разом з тим зауважив, що в законодавчому полі ми продовжимо удосконалювати те законодавство, яке стосується в тому числі як антикорупційних змін, так і взагалі питань. Ну, ваш коллега из фракции «Слуга народа» Егор Чернев на своей странице Facebook написал, что это плевок в лицо украинскому народу. Разделяете ли вы такую точку зрения? А він же ж має на увазі рішення Конституційного суду як плювок, правильно? Так, я підтримую, я абсолютно підтримую, тому що мені здається, що, точніше, я вважаю, що Конституційний суд як найвищий інститут, який трактує взагалі наше все законодавство, який трактує Конституцію, і де записані, знаєте, основні гарантії, і президент є гарантом цих всіх норм, не може дозволяти собі такі дії. Я хочу уточнити, дивіться, мій колега правильно дуже сказав, що що були там претензії щодо того, що законодавство чітко не регулює призначення, наприклад, там директора НАБУ, і відповідно було рішення Конституційного суду щодо незаконності, неконституційності того указу щодо призначення, який був, правильніше сказати. Ну, по-перше, мені здається, що наші колеги за попереднього скликання так прописали Закон про Національне антикорупційне бюро, що забули, скажімо так, перелічити абсолютно всі умови, за яких можна призначити, скажімо так, як призначати та як звільняти директора НАБУ, і це стало в результаті через 5 років проблемою. Виявилося, що не таким був указ. І тут хочу сказати вам, що от буквально на минулому нашому парламентському дні, 20 жовтня, були вже ініційовані, і колеги збирали підписи щодо змін до 2 статей Конституції, щодо того, щоб президент все ж таки мав конституційне право призначати директора Національного антикорупційного бюро України і Державного бюро розслідувань. Для того, щоб ці зміни здійснились, тут потрібно, щоб, по-перше, було перше читання, потім друге читання в різних сесіях, тобто це такий, знаєте, нелегкий, довгий шлях, але дуже правильно, що ми цим шляхом йдемо. І я думаю, що... Вот у меня еще один такой вопрос к вам возникает. Учитывая тот факт, что вот это представление в Конституционный суд было направлено народными депутатами Украины из ОПЗЖ, вот не кажется ли вам, можно ли вообще говорить, что сейчас осуществляется такой пророссийский реванш?
Насправді це відбувається реванш тих сил, які, скажімо так, не дуже дбають про національні інтереси. Проросійські вони чи якісь інші, але очевидно одно. Якщо подивитись на перелік тих прізвищ, які зробили це подання, то можна чітко сказати, що вони є основними вигодонабувачами такого рішення Конституційного суду. Чому? Тому що саме вони не хочуть, щоб, наприклад, до декларацій був доступ, щоб Національне агентство з питань запобігання корупції займалося цими деклараціями, щоб потрібно було декларувати статки там дітей і так далі. Там є цілий перелік. Основне все зводиться до того, щоб не показувати власне свої статки. Скажіть, будь ласка, людина, яка йде на позицію в державній службі, яка або в органах місцевого самоврядування, яка з усіх там телеекранів кричить про те, що як вона любить Україну і дбає про українців. Чи буде така людина не показувати власні статки? Чи може така людина говорити про те, що одною рукою я про вас дбаю, а іншою рукою я не хочу розказувати, як я живу, скільки в мене автомобілів, там і будинків, і ще чогось. Ну от скажіть, хіба в цьому є якась здорова логіка? Тому я, наприклад, для мене це, я просто працюю ще в антикорупційному комітеті, і у нас ці питання час від часу виникають. Ми дуже, знаєте, багато пройшли за цей рік, коли і повертали цю статтю про незаконне збагачення, тому що вона ж вже раніше була відмінена, і велика кількість людей, насправді, попередніх чиновників, чиновників в минулому, вибачте, правильніше сказали, вони були звільнені від відповідальності. Тому що стаття про незаконне збагачення була визнана такою, яка не є конституційною. По суті, то есть, получается, и судьи такие же коррупционеры, как те, о которых мы говорили выше? Снова сорвался у нас, к сожалению, звонок. Спасибо вам большое, дуже дякую. Олена Мошенець, народна депутатка України, фракції «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, була з нами на прямому зв'язку. Пане Геннадію, вот как вы считаете, какие меры сейчас должен предпринимать президент Владимир Зеленский? Что он может делать? Мы же понимаем, что куда бы он ни поехал, я имею в виду на западные державы, да, там постоянно говорят и декларируют о том, что не должно осуществляться давление на антикоррупционные органы и так далее. Вот как сейчас избежать вот этих проблем, которые могут возникнуть в результате как последствия? Понимаете, здесь нет правильного решения. По сути, если президент Зеленский начнет влезать в историю с системой правосудия, если начнутся изменения или попытки изменений в статус суда конституционного, при том, что этот орган имеет конституционный статус, и что-либо с ним сделать возможно лишь путем принятия изменений в Конституцию Украины. Если он даже начнет ликвидировать мотивированно или немотивированно другие суды, то можно же будет поставить вопрос о том, что президент вмешивается в судебную ветвь власти, что тоже противоречит европейским стандартам, принципам и прочему. Потому что я вот быстренько пересмотрел решение, которое касается незаконного декларирования. Там тоже достаточно обильно цитируется практика Европейского суда по правам человека. И действительно, в принципе, такой аргумент имеет право на существование. Поэтому президенту, возможно, сегодня нужно идти по пути разработки новых механизмов, которые бы соответствовали Конституции, но в то же время исполняли цели. Потому что если мы говорим про такие статьи, как незаконное обогащение, как недостоверное декларирование, они направлены на то, чтобы бороться с последствиями, по сути. То есть если человек получил неправомерную выгоду, потом купил себе имущество дорогостоящее, его привлекают не за то, что он получил неправомерную выгоду, а за то, что он приобрел соответствующее имущество. Если правоохранительная система, если прокуратура, ДБР, полиция будут работать настолько эффективно, что будут раскрывать преступления на стадии получения неправомерной выгоды, то абсолютно никаких изменений в законодательство сегодня вносить не будет нужно, поскольку мы не можем говорить о том, что даже когда эти статьи были, что НАБУ работало эффективно. Если сравнивать даже со службой безопасности Украины, то в плане антикоррупционной деятельности у службы успехи намного больше, чем у НАБУ. Почему так происходит, при том, что НАБУ специализированный орган, поэтому законодательства хватало. То есть вопрос у нас возникает в том, чтобы эффективно использовать
те механизмы, которые у нас остаются. Если коррупционеры будут привлекаться к ответственности за факт злоупотребления, за факт завладения имуществом, за факт получения неправомерной выгоды, я думаю, что Но мы же международные понимаем, что партнеры... НАБУ может только расследовать, да, вот те дела, а с специальной антикоррупционной прокуратуры какое-то количество времени все же не было. Высшего антикоррупционного суда, наверное, не было. Специальная антикоррупционная прокуратура создана вместе Да, с да. НАБУ одновременно. И, в принципе, ну, по большому счету, какая разница, какой суд? Вопрос в том, что есть статистика, которая показывает, вот, например, по той статье, которая сегодня или вчера была признана такой, что не соответствует Конституции, приговоры были действительно, но реального привлечения к ответственности там были считаны на пальцах одной руки случаи, и эта ответственность была в виде штрафа. То есть это статья, которая предусматривает ответственность за преступление небольшой тяжести. Там, как правило, в 90% случаев просто освобождали от ответственности в суде. То есть говорить о том, что что-то случилось такое, что подорвало эффективность и позволило избежать чиновникам тюрьмы, говорить неправильно, поскольку по этой статье никто никогда не садился. Давайте подключим к нашей беседе сейчас Сергея Фурс, колумниста, инвестиционного банкира. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Сергею, витаю вас. Добрый день. Добрый день. Ну, какова вероятность того, что мы теперь не получим следующие транши МВФ? Стопроцентно. По крайней мере, пока эта ситуация не будет исправлена, потому что то, что снес Конституционный суд, это было частью программы МВФ, частью программы сотрудничества с ЕС, частью программы с Мировым банком. Фактически они нивелировали электронное декларирование, закрыли туда доступ как минимум, нивелировали само создание НАЗК. Все это было частью программы МВФ. Соответственно, теперь возобновление сотрудничества возможно только в том случае, когда все эти решения Конституционного суда будут отыграны, переписаны. Понятно, что часть уже людей уйдет от ответственности и не будет даже административной. Когда мы вернемся к сотрудничеству МВФ, мне даже трудно представить. Ну а что дальше? Вот, к примеру, вот если МВФ не дает нам следующие транши, что происходит с нашей экономикой? Как мы дальше будем верстать бюджет? Что нас ждет? Смотрите, у нас МВФ – это часть, это фундамент, да? Макроэкономической стабильности. Когда у нас есть сотрудничество с МВФ, у нас есть макроэкономическая стабильность. Нам даже важны не так те деньги, которые дает МВФ, хотя это, безусловно, приятно. МВФ – это еще и сигнал. Когда дает деньги МВФ, дает ЕС, дает Мировой банк, и плюс все инвесторы ориентируются на то, что есть ли у нас МВФ или нет у нас МВФ. Если нет программы МВФ, Украине в кредит де-факто взять фактически невозможно. Ну, такая вот особенность украинской экономики. Нам не доверяют без МВФ. Соответственно, как будут решены проблемы дефицита бюджета этого года, следующего года и так далее, просто представить, есть один вариант – печатный станок. Но печатный станок тоже всегда заканчивается очень-очень плохо. Это тоже заканчивается кризисом. Поэтому сейчас перспективы украинской экономики в средней и долгосрочной перспективе очень негативные. Пока что сразу вот сегодня ничего не случается, да? Но средняя и долгосрочная перспектива крайне негативна. Нас может ждать инфляция? Ну, вопрос степени, да, инфляции, степень девальвации. Безусловно, как приходит любой финансовый кризис, а это будет так или иначе финансовый кризис. Сначала удар по валюте, дальше курс тянет за собой все прочее, и в первую очередь инфляция. Помимо экономического кризиса, наблюдаете ли вы политический? Ну, у нас перманентный бардак и хаос. Является ли это политическим кризисом, мне сказать трудно. Вы знаете, вот у нас долгое время была ситуация одновременно и высокий уровень коррупции, и высокий уровень прозрачности. И долго эта система не могла оставаться такой. То есть либо побеждает прозрачность, и коррупция уходит, либо побеждает коррупция, уходит прозрачность. Де-факто этим решением Конституционный суд, который убрал доступ к публичным декларациям, а сегодня там еще и журналистов изгнали из Верховной Рады, большая часть, в том числе журналистов-расследователей, де-факто убивает именно прозрачность. В этой борьбе у нас побеждает коррупция. Вопрос, как это воспримет украинское общество. Пане Геннадию, кому, как вы думаете, больше всего идет на руку вот все, что происходит сейчас вокруг антикоррупционных структур? Старым элитам, которые, собственно, и боролись за это. Журналистов, кстати, вернули. Уже Разумков дал распоряжение вернуть Следство.Инфо в списке соответствующие. И действительно, вот сегодня осталось 2 минуты. Через 2 минуты НАЗК заявила, что она закрывает доступ к электронным декларациям.
То есть это был действительно инструмент, хоть им иногда и злоупотребляли, в том числе не особо обоснованно привлекали за незначительные правонарушения. Там, за 2 дня пользования автомобилем «Шкода Октавия», я знаю случай, когда судебное разбирательство происходило. Но все же это стимулировало чиновников действительно вести подобающий образ жизни, подобающий своим доходам. А если исключить возможность жить в роскоши, то в принципе нет смысла брать взятки и воровать. Дуже дякуємо, пане Геннадію. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, політичний оглядач, був з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, а как вы считаете, кому больше всего сейчас выгодна эта ситуация? Ну, прежде всего, самим коррупционерам, но кто подавал на самом деле это в Конституционный суд? 2 ОПЗЖ, группы. да, и за Майбутнє. ОПЗЖ и за Майбутнє. То есть друзья Путина и друзья Коломойского. И те, в общем-то, достаточно лояльны к коррупции, прямо скажем. Да? Незаконное обогащение для них – это фактически способ жизни. Плюс и те, и другие сделают все, чтобы разрушить сотрудничество Украины с Западом. Потому что, с одной стороны, друзья Путина понимают, что так они пытаются затянуть Украину в русский мир. И плюс этот удар, он приводит к ослаблению Украины. А в рамках, когда мы находимся в войне Украина-Россия, ослабление Украины всегда хорошо для России. А друзья Коломойского, в первую очередь, потому что незаконное обогащение мы по депутату Дубинскому видим, это как образ жизни. Да? А с другой стороны, Коломойский ведет свою крестовый поход против Запада, потому что Запад хочет посадить Коломойского. Если он выйдет за пределы Украины сейчас куда-то западнее Ужгорода, он попадет немедленно в американскую тюрьму. И он это знает. Насколько серьезно вот эта ситуация может ухудшить наши отношения с нашими западными партнерами? Мы же понимаем, что куда бы ни поехал президент Зеленский, в западные державы, там в первую очередь декларируют о недопустимости давления на антикоррупционные структуры. Да, более того, тут же вопрос не только давления, вопрос того, что мы сейчас разрушили взятые на себя обязательства, в том числе и по безвизу, в том числе и по программам МВФ, ЕС и Мирового банка. Мы фактически всем нашим партнерам, абсолютно всем, плюнули в лицо вот этим решением Конституционного суда. А как вы думаете, кто этим воспользуется? В первую очередь Российская Федерация? Ну, безусловно, это выгодно для России. Безусловно, это выгодно для украинских олигархов, которым не нравится, когда Украина делает реформы и проводит в рамках сотрудничества с МВФ так называемую деолигархизацию, когда влияние олигархов уменьшается. Мы сейчас сделали огромный шаг назад в реформах, а это всегда выгодно тем, кто выигрывал в Украине до реформ, в Украине до Майдана. В первую очередь олигархи, конечно, коррупционеры, чиновники, силовики, вот те же самые судьи Конституционного суда. Там же это парадокс, да, они сегодня начали жаловаться Зеленскому на то, что их преследуют антикоррупционные органы. То есть есть коррупционеры, и их ведут антикоррупционные органы, и коррупционеры, чтобы их не посадили, берут и уничтожают антикоррупционную реформу. С их стороны это все логично, безусловно, но это выглядит как сюр. А как решать, как выбираться из этой ситуации? Есть ли какие-то механизмы? Мне очень сложно представить. Ну, во-первых, судя по всему, нам все-таки... Ну, ключевая, конечно, судебная реформа. Для любых преобразований в Украине это судебная реформа. Сейчас 2 суда фактически выступают против Украины вот так вот откровенно. Это Конституционный суд и этот окружной административный. И тот суд необходимо принять законы о том, чтобы... или даже решение президента... Политическая воля руководства, потому что если говорить о законопроектах, да, то президент Владимир Зеленский, в принципе, и может внести законопроект о перезагрузке Конституционного суда. И относительно ОСК мы знаем, что петиция о ликвидации этого суда также набрала 25 тысяч подписей, и президент Владимир Зеленский может инициировать внесение законопроекта об ликвидации ОСК. Нет, сейчас вся ответственность на президенте. Она и была до вчера. Да. Эту ситуацию надо было остановить. И президент мог ее остановить разными методами, но он не сделал. Да. Он молча наблюдал за тем, как разрушается реформа по борьбе с коррупцией. Сейчас ответственность тоже на нем, но у нас сейчас с вами нет понимания, понимает ли он какая-то ответственность, и может ли он что-то сделать, и хочет ли он что-то сделать. Не очень положительную картину, конечно, вы нам нарисовали. Будем надеяться на лучшее. Спасибо вам большое, пане Сергею. Сергей Форса, колумнист, инвестиционный банкир, был с нами на прямой связи. Ну а я хочу перейти к следующей теме, к Нагорному Карабаху. Там
к Беларуси, а потом к Нагорному Карабаху. Точнее, в Беларуси, как известно, уже продолжаются третий день забастовки. И там к ней присоединились несколько десятков преподавателей, сотрудников Минского государственного лингвистического университета. Информирует «Настоящее время». В забастовке участвуют несколько десятков преподавателей и сотрудников университета. По неподтвержденным слухам, теперь администрация может увольнять, как говорится, из уст некоторых преподавателей этих университетов, могут их увольнять с работы. Также сегодня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что лично приказывал разгонять участников очередной мирной акции в Минске, которая прошла еще 25 октября. Попрошу вывести сейчас цитату самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Це був мій наказ, щоб убезпечити людей. Метою протестуючих було захоплення центру міста. А коли це не вдалося, вони пішли в спальні райони. Темно, люди перелякані. Хтось о 7 годині вийшов з діточками на вулицю. Це що, нормально, коли натовп п'яний, збожеволівший, проколотий наркотиками, прокурений і пропитий? Сотні людей кинулися в ці райони. Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская обратилась к людям, которые поддержали забастовку в стране, и заявила, что власть Александра Лукашенко ответит репрессиями. А вот что он сказал. Ця сила солідарності злякала режим. Він знову використовує репресії, тому що більше ні на що не здатний. На вас вже намагаються тиснути і звільняти. Вони думають, що так повернуть вас до роботи і знову зможуть жити за ваш рахунок. Але сьогодні у нас все вийшло, тому що кожен з вас проявив героїзм заради друга, колеги і земляка. Цехи заводів не запрацювали, щоб могла спрацювати ланцюгова реакція солідарності. Її вже не підірвати, не затримати і не вбити. Сьогодні був важливий день, і я вірю, що це був лише початок. Тем временем кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джо Байден пообещал в случае избрания приложить все усилия для расширения санкций против режима Александра Лукашенко. Я продовжую підтримувати народ Білорусі та підтримувати його демократичні прагнення. Я також засуджую жахливі порушення прав людини, скоєні режимом Лукашенка. Жоден лідер, який катує власний народ, ніколи не може претендувати на законність. Тому міжнародне співтовариство повинно значно розширити санкції проти прихильників Лукашенка та заморозити офшорні рахунки, де вони зберігають своє вкрадене багатство. Журналист телеканала «Белсат» Змитсер Мицкевич с нами сейчас на прямой связи. Пане Змитсера, витаю вас. Добрый день. Ну, прежде всего, мне бы хотелось понять, насколько состоялась та самая общенациональная забастовка в Беларуси. Я бы не сказал, что она на самом деле состоялась. Мы видим, что даже вот сейчас рабочие не являются основной движущей силой этой забастовки. В первую очередь мы видим, что основную активность проявляют как раз-таки студенты. И это очень вот нежданно, и на самом деле вот их активность очень радует. Студенты, преподаватели вузов — это как раз-таки те люди, которые сейчас вот ведут основную борьбу. Они и на улицах, они и, собственно, в университетах, в своих вот учреждениях ведут забастовку. То есть там уже очень много интересных различных кадров. Мне очень приятно, то, что мой родной Минский лингвистический университет в самом авангарде всех этих протестов, этой забастовки. И на самом деле я хочу сказать, что даже те люди, которые к этой забастовке не присоединяются, они в большинстве своем ее поддерживают. Вот сегодня мы видели информационные сообщения, что уже начали отчислять из университетов студентов. Подтверждается ли эта информация? Вот по вашей информации, сколько уже студентов отчислили? То есть пока еще нельзя сказать, что кто-то отчислен. То есть, идут вот сколько конкретно людей? Потому что отчисления идут. Вот сообщалось о том, что около 30 человек собираются отчислить из РТИ, то есть из Института информатики и радиоэлектроники. То есть там очень много, вот там тоже идут протесты, там 5 преподавателей бастуют целыми кафедрами. И поэтому в первую очередь вот туда обращено внимание властей. Опять же, в лингвистический университет обращено внимание властей. Я думаю, что мы видим завтра полную картину уже по отчислениям, но пока именно вот это отчисление конкретно по политическим причинам. То есть вообще, в принципе, никто даже не собирается там ждать сессий, то есть пробовать какие-то так называемые законные методы, да, то есть
раз-таки очень хорошо характеризует теперешнюю ситуацию, вообще действия властей. То есть они перестали даже делать вид, что не действуют. Ну, Лукашенко сказал, что нам сейчас не до законов, и он, в принципе, высказал свою позицию, что, пожалуйста, увольняйте всех, отчисляйте всех, увольняйте рабочих, преподавателей, медиков. То есть фактически человек сказал, что ему плевать на то, как будет развиваться это государство, ему совершенно плевать на то, как будут работать сферы, которые очень важны в социальном плане, образование, медицина. Ему в первую очередь важно, чтобы хорошо работал ОМОН, чтобы хорошо работали силовые структуры, а на остальных ему наплевать. То есть он фактически включил Мадуро, можно так это назвать, если так сленгово говорить, и сейчас действует подобным образом, пытаясь устроить в стране вторую Венесуэлу и заявив публично фактически, что кто не с нами, тот просто Ну, в Венесуэле это уже все длится второй год. Как вы считаете, в Беларуси также надолго может все продвинуться? Понимаете, в чем дело? В Венесуэле, в центре Европы никто не заинтересован, и в том числе Россия. Россия уже сейчас поставила Лукашенко в известность о том, что они хотят видеть так называемую конституционную реформу и новые выборы в Беларуси уже этой зимой. Вот недавно Нарышкин приезжал к Лукашенко, глава российской службы внешней разведки. Это как раз-таки вот очень знаковый визит был, потому что именно этот человек передавал инструкции от Путина Лукашенко. Чем можно верить России в этих вопросах? Вы верите России? Смотрите, в чем дело. Здесь нельзя верить вот этой официальной риторике, потому что вы посмотрите, по официальной риторике Россия как раз-таки Лукашенко полностью поддерживает. Все эти Лавровы, Захаровы и так далее, они же вещают из каждого утюга о том, что они полностью поддерживают действующий режим и всю его политику. Однако мы прекрасно знаем о том, что русские говорят, и то, что они делают, это две разные вещи. Особенно если вот касается именно такой вот дипломатии на международной арене. Поэтому я бы вот на это внимание не обращал. А вот как раз-таки то, что они именно делают, и то, что никакой существенной поддержки Лукашенко со стороны России не оказано. Однако вот то, что к нему следуют визиты, с ним следуют разговоры, и Путин фактически ведет диалог с Западом над головой Лукашенко, потому что Лукашенко самоизолировался от Запада, фактически выслав из страны всех заграничных, ну не всех заграничных, но большинство послов из Европейского Союза, стран Европейского Союза. То есть сейчас в Минске только остались послы двух стран ЕС, это Италии и Австрии. То есть, это не самые лидирующие страны в Евросоюзе, насколько вы понимаете. Поэтому... Тем не менее, мы видим, как себя уверенно чувствует Александр Лукашенко. Мы видим, как силовые структуры продолжают находиться на его стороне, как, впрочем, и информационные не только Беларуси, а Российской Федерации. Да? Пропаганда очень мощно работает. Это говорит о том, что все-таки Путин и российская сторона остается на стороне Александра Лукашенко, и он заручается поддержкой Путина. Чувствовал бы он себя настолько уверенным, если бы не Путин? Смотрите, во-первых, это такая диктаторская солидарность. Путин просто не может допустить, чтобы где-то победила революция. Поэтому они, с одной стороны, не хотят допустить именно такого сценария реализации победы революции, реализации победы улицы, особенно в такой близкой стране, в таком государстве, как Беларусь, которое для Кремля, в принципе, важно, которые они считают своей сферой интересов. Но с другой стороны, мы видим то, что для России уже понятно, им этот сценарий и такой токсичный персонаж, находящийся здесь, он им, в принципе, не особо важен. И плюс, опять же, следует учитывать то, что для России, например, много обострений уже произошло. Мы знаем, вот там, опять же, пробы переворота в Сербии, в Черногории. То есть Россия, вот отравление Навального, опять же, слишком много Россия накаляла в последнее время. И накалить еще раз здесь, поддержать нелегитимный режим с очень сомнительными перспективами, в результате получив очень серьезную ответку, грубо говоря, от Европы, так себе перспектива. Я не думаю, что Путин, что в Кремле, они не понимают, какие последствия от этого могут быть. Мне кажется, что скорее они лучше разыграют карту такого торга с Западом на свое влияние в Беларуси. России не обязательно в Беларуси присутствовать физически. У России достаточно рычагов влияния на Беларусь и так. То есть и культурные, и образовательные, и экономические.
силовые структуры и давать ему денег для того, чтобы здесь влиять. Пане Смитцер, и последний вопрос. Вот мы видим, какую риторику сейчас использует Александр Лукашенко. Он говорит такие вещи, как «загоним под плинтус» в отношении студентов. Он говорит, кого в армию, кого на улицу. Очень такая жесткая и агрессивная риторика со стороны Александра Лукашенко. Вот насколько она дает сегодня свои плоды? Как вы считаете, насколько еще затянутся эти протесты в Беларуси? Приведут ли к результату? Буквально минутка. В принципе, эта риторика действует на консолидацию. Притом на консолидацию как режима, потому что, скажем так, все вот части этой машины режима, они как раз-таки вот от таких заявлений, им это очень нравится. Потому что там и министр внутренних дел, так называемый, сегодня тоже высказался, можно так это назвать, что, мол, будем стрелять, и благополучие милиционеров зависит от того, готовы ли вы будете применять оружие. То есть фактически люди развязали гражданскую войну против собственного населения. Они это прекрасно понимают. То есть они прекрасно понимают, что они делают, и они вот таким образом пытаются консолидировать свои ряды. С другой стороны, эти заявления консолидируют ряды протестующих. Потому что люди видят, что человек, который уверен в себе, вот мы перед этим только что про уверенность говорили, он не будет размахивать автоматом и визжать, как резаная свинья, из каждого телевизора о том, что вот мы вас там всех защемим, загоним под плинтус и так далее. Это явно не поведение человека, который уверен в своих силах и уверен в своем будущем. Поэтому здесь вот такой эффект. И я бы сказал, что во многих случаях из этого даже делают мемы, люди откровенно над этим смеются, поэтому здесь, в принципе, не стоит это воспринимать уж слишком близко и слишком серьезно. Потому что Лукашенко за последнее время наговорил столько всякого бреда, ну вот откровенного, что вот это, в принципе, просто является продолжением вот этого потока сознания, который Спасибо большое. Дуже дякую вам. Загол Зміцер Мінцкевич, журналист телеканала Белсат, был с нами на прямой связи. А я перехожу к Нагорному Карабаху. Там продолжаются бои между Арменией и Азербайджаном. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила о продолжающихся локальных боях на передовой. Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев в интервью изданию The New York Times раскрыл одну из главных причин срыва переговоров с Арменией по Нагорному Карабаху. По словам помощника главы государства, в Баку были настроены на диалог с Ереваном по вопросу Нагорного Карабаха, но заявление о том, что регион армянский, стал одной из причин срыва переговоров со стороны Никола Пашиняна. Гаджиев отметил, что Азербайджан рассчитывал на прогресс по Карабаху после того, как премьер Армении стал Никол Пашинян. Однако затем Баку пришли к выводу, что диалог невозможен. Последним гвоздем в крышку гроба в переговорном процессе стало его заявление о том, что Нагорный Карабах является армянским, заявил Хикмет Гаджиев. Премьер-министр Армении тем временем Никол Пашинян обратился к народу и заявил, что Карабах готовит масштабную контроперацию по освобождению занятых Азербайджаном территорий Нагорного Карабаха. А политик отметил, что Армении хватит существующего военного потенциала, чтобы отбросить противника. Народ Арцаха, вірменський народ, всі вірмени будуть безжально боротися за кожне дерево, кожен камінь, кожен сантиметр і кожен міліметр. І завданий в потрібний момент точний контрудар матиме ефект нищівної поразки ворога. Также Ильхам Алиев, президент Азербайджанской республики, в интервью итальянскому телеканалу заявил, что российские военные базы в Гюмри для вооруженных сил Армении отправляются боеприпасы. Я предлагаю подробнее послушать его месседж. Ми ж не говоримо кожен день про те, скільки зброї поставляється з Росії до Вірменії. Ми ж не говоримо, скільки російських Міг-29, Су-30 знаходиться на території Вірменії. Ми ж не говоримо про те, що 5 тисяч російських військовослужбовців розташовані на базі в Вірменії в Гюмрі. І за нашими даними, звідти періодично йдуть поставки вірменським збройним силам. І це факти, на відміну від того, що говориться про нас. Также президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условия мирного соглашения с Арменией, а именно передачу 7 районов Нагорного Карабаха и возвращение азербайджанских беженцев в покинутые места. Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию. Давайте послушаем его.
Він повинен сказати, що так, окуповані території будуть повернуті Азербайджану. Так, азербайджанці повернуться в Нагірний Карабах, в тому числі в Шушу. І тоді, звичайно ж, ми дуже швидко дійдемо згоди. Дмитро Левусь, експерт міжнародник, з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Дмитро, вітаю вас. Да, доброго вечора. Добрый вечер. Ну, вчера был месяц с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Что нам показал этот месяц? Ну, знаєте, я думаю, що цього разу це не просто загострення, все ж таки, тут цього разу це повноцінна війна, і вже однозначно зрозуміло, що наразі вона не закінчиться якимось там встановленням статус-кво, будуть встановлені або взагалі нові правила гри, так би мовити, нові умови, нові там відбудеться перезавантаження, або взагалі може ця війна закінчитися і поразкою однієї з сторін, хоча я особисто не думаю, що може статися саме так. Все ж таки вона переходить уже в таку затяжну стадію. Але те, що не буде так, як воно було, вже ми не бачимо, немає впливу Мінської групи, старого формату переговорного, як є. Вже ми бачимо, що не виходить у Вірменії скористатися перевагою, яка у неї була протягом цих років, це контроль над 7 районами поза колишньою Нагорно-Карабахською автономною областю, невизнаної Нагорно-Карабахської республіки. Тут я думаю, що це той факт, який ми вже маємо. Перезагрузку, в чем она может проявляться, как будут распределяться теперь сферы влияния на Южном Кавказе? Ну, однозначно можна говорити, що те, що про що я зазначив, що роль ОБСЄ зменшилася вже. Можливо, що до Мінської, можливо, що Мінська група залишиться. До неї, можливо, залучаться, будуть, принаймні ми бачимо, що є намагання залучити туди ще і Туреччину, наприклад. Ми бачимо, що вплив Росії зменшився. Можливо, просто, що буде інший переговорний формат, який існуватиме поруч з Мінською групою. І він, наприклад, там з Туреччиною, Російською Федерацією, яка все ж таки намагатиметься там зберегтися, можливо, Великобританія, як посередники між Вірменією та Азербайджаном. І цей формат буде більш дієвий. Але все рівно навіть в цій ситуації будуть вихідні позиції, будуть такі, що Азербайджан контролює як мінімум 4 райони із 7, про які йдеться наразі. И вот что еще хотела спросить. Многие эксперты говорят о том, что и вот, собственно, политологи, которые к нам подключаются из Азербайджана, говорят, что азербайджанская армия уже находится близко к Лачину, к Лачинскому коридору. А как вам известно, этот коридор носит очень важный стратегический характер. Его называют коридором жизни, через который поступает вооружение со стороны Армении обороне непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Вот в случае, если Азербайджану удастся занять эти позиции и деоккупировать эти регионы, можно ли говорить, что война уже закончена? Ну, я думаю, що навряд можна одразу буде говорити. Тут так, це буде однозначно поразка вірменської сторони. Тут, я би не став так однозначно говорити, оскільки тут, можливо, можуть почати втручатися і інші гравці. Я, наприклад, маю на увазі зараз Російську Федерацію, яка навряд чи зацікавлена в тому, щоб Нагорний Карабах і Вірменія визнали свою поразку. І в такому випадку вплив Російської Федерації стане нулевим. Тож я думаю, що навіть в таких умовах буде прагнення уже просто буде такий прямий і непрямий тиск на Єреван з боку Москви для продовження війни. Тож я думаю, що це буде, так би мовити,
певна перерва, і тоді конфлікт стане затяжним. А на каком этапе может вмешаться Российская Федерация, как вы считаете, если не открыто военный конфликт, но через призму некой такой дестабилизации, каких-то спецопераций, возможно? Російська Федерація, в принципі, поки що звідти і не пішла. Да? Тобто вона і так намагається втручатися, просто інший момент, що у неї не так уже і багато залишилось важелів впливу. Тут я думаю, що ми можемо говорити, знаєте, про що? Про те, що в такому розвитку подій, якщо Лачинський коридор буде перерізаний, то тоді, наприклад, Російська Федерація намагатиметься наприклад, спровокувати військовий переворот в Єревані. Тим більше, що певні ознаки цього вже є. Що незадоволені з боку військових, тому я думаю про це. А Російська Федерація, насправді, вона поки що, незважаючи на те, що її вплив впав, незважаючи на те, що важелів все менше і менше, але насправді вона нікуди і не пішла. Дуже дякую. Дякую, Дмитро Левось, експерт-міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. А сейчас к нашему эфиру мы подключаем Баку. С нами на прямой связи Гульшен Пашаева, член правления Центра анализа международных отношений. Гульшен Ханым, салям алейкум. Салам, здравствуйте. Здравствуйте, Гульшен Ханым. Какие у вас последние новости? Продолжаются ли бои за Нагорный Карабах? С какой интенсивностью сейчас идут боевые действия? Да, я могу сказать, что вчера у нас как раз был целый месяц, как этот контрнаступление азербайджанских войск начался 27 сентября. Вчера был целый месяц, как этот процесс идет, и в течение этого периода у нас было 3 перемирия. Практически пытались стороны через посредников, по идее, больше все-таки армянская сторона очень старалась, чтобы мы пришли к какому-то перемирию. И последнее, 3-е перемирие, которое должно было практически начать функционировать 26 числа, то есть с вчерашнего дня, с 8 часов утра. Но снова, как обычно, армянская сторона практически начала обстреливать все населенные пункты и мирных жителей по границе, по фронту. И, соответственно, и вчера они бросили кассетные бомбы в город Берде, который практически никакого отношения не имеет к... У нас есть видео, я попрошу наших режиссеров сейчас вывести это видео, которое опубликовало Министерство обороны Азербайджана. Извините, я вас перебила. Да. Они бросили первую такую страшную практически эти кассетные бомбы, и погибло вчера 4 человека, и 14 были ранены. Из этих 4 человек, которые погибли, одна из них была маленькая девочка. Ей было всего 7 лет, и так она, бедная, погибла, потому что, понимаете, люди обстреливают мирных жителей. Это совершенно не относится ни к военным объектам, ни даже к зоне практически боевых действий. А сегодня, то есть это называется, мы находимся в состоянии перемирия, да, то есть мы должны все соблюдать, и Армения, и Азербайджан, перемирие. И что же сегодня происходит? Сегодня, это было вчера недостаточно для армянской стороны, они сегодня бросили вторую такую же достаточно серьезную ракеты, практически кассетные бомбы, использовали «Смерч». И сегодня это было уже по масштабу гораздо больше. Сегодня погибло 21 человек и ранено 70 человек. То есть если мы с вами объединим эти 2 факта, то, что было вчера и то, что было сегодня, то получается, мы практически потеряли за эти 2 дня, пока у нас мы пришли к 3-му перемирию, 25 человек погибло, и почти 80, около 90 человек в данный момент ранены. То есть у нас такая картина получается. С одной стороны, армянская сторона говорит, давайте говорить о перемирии, давайте придем к переговорам. Но с другой стороны, то, что мы имеем в реальности, это достаточно серьезные, я считаю, даже террористического плана практически атаки на мирных жителей. То есть вы можете, конечно, спросить, зачем армянская страна обстреливает мирных жителей, которые живут обычной жизнью, это торговые центры, это люди такие достаточно, никакого отношения они не имеют. Почему им не бить военные объекты, почему они не хотят воевать с военными, почему они должны убивать мирных жителей? Это очень важный вопрос, и я не знаю, как ответит армянская сторона, но, по крайней мере, азербайджанская сторона, однозначно господин президент, конечно, считает, и он выступил, и высказал свое
практически отношения к тому, что происходит сегодня. Это военные преступления, это мы понимаем, это нарушение конвенций женевских и дополнительных протоколов. Это мы тоже понимаем, потому что они уже такие ракеты бросали в Гянче 2 раза, и там тоже погибали люди. Но я думаю, что все-таки азербайджанская сторона не поступает так, как Армения. Мы, естественно, воюем именно с военными и с военными объектами конкретно, но никак не мирными жителями, которые, понимаете ли, никакого отношения не имеют к этой войне. Скажите, учитывая вот темпы контрнаступательной операции азербайджанской армии, вот то перемирие, которое сегодня навязывают Азербайджану, Запад, Российская Федерация, те же Соединенные Штаты Америки, нужно ли вообще Азербайджану сегодня это перемирие? Вы знаете, на самом деле, если мы смотрим с точки зрения того, что происходит именно в поле битвы, то, естественно, Азербайджан имеет преимущество. Мы захватили практически огромную часть, освободили от конкретно оккупантов. То есть, если мы говорим о 4 резолюциях Совета Безопасности ООН, кстати, Азербайджан самостоятельно выполнил 2 из этих резолюций. 884, которая была по поводу Зангилана, которую мы освободили, и 874, которая была по поводу 3 других районов: Кубадлы, Физули и Джабраил. Эти районы тоже освобождены практически, не полностью, но большая часть освобождена. То есть практически та буферная зона, которую Армения называла поясом безопасности, из этой зоны, то есть это южные границы, которую мы практически потеряли в 90-е годы, мы практически восстановили. И в данный момент вся граница с Ираном практически полностью восстановлена. Азербайджанские вооруженные силы освободили эти территории. Поэтому я понимаю так, что армянская сторона в данный момент потеряла достаточно серьезные территории, и они всеми силами пытаются вернуть эти территории, но, понимаете, сил у них, скорее всего, нет, и поэтому они считают, что надо наказывать мирных жителей. По-другому это объяснить невозможно. Çok sağ olunuz, Гульшен Ханум. Бізле бағланғаныз үшін Гульшен Пашаева была с нами на прямой связи из Баку, это член правления Центра анализа международных отношений. Ну, а я с вами попрощаюсь ненадолго, всего лишь на 5 минут. Далее мы продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, Куршкенч.